А действительно ли, вот что-то известно вообще, вот, чтобы на стороне Дмитрия Донского тоже были какие-нибудь татары, татарские князья какие-нибудь? Ни о каких татарах на стороне московского князя нет никаких известий. Вот очевидно, что именно после этого сражения московские князья начинают активно привлекать на свою сторону служилых татар. Искандер Абы, значит, мы обсудили источники, и вот на основе этих источников, все-таки что мы можем сказать о событии, которое произошло в 1380 году? В принципе, мы знаем, что вот был, значит, Мамай. Ну, наверное, сейчас не во всех школьных учебниках известно, но он был мятежным. Он был противником золотоордынского хана Тохтамыша. И вообще тогда у Тохтамыша, помимо Мамая, был еще и разборки с Идигеем Беклербеком. И вот у нас Куликовская битва. Что происходило в Золотой Орде и в Московском княжестве в тот период? События второй половины XIV века для Золотой Орды – это время такого спрессованных событий. Очень много происходило, и такое калейдоскопическое изменение. За это время, достаточно сказать, что сменилось 25, за меньше чем 20 лет сменилось 25 ханов. Ну, Великое Замятье, да? Да, так называемое, да. Поэтому, чтобы вот этого всего избежать, мы должны сказать только одно, что хотя мы говорим, что Мамай там был мятежник, надо сказать, что в самом начале своего правления он был весьма приближенным к хану Дженебеку. И, возможно, уже во времена Дженебека он занимал один из высших постов. Ну, некоторые называют Беклербеком, мне больше нравится Улуг Карачебек, то есть это старший из 4 вот этих самых карачебеков, которые правили с помощью своих кланов всей политикой Золотой Орды. Давайте поможем осмыслить личность Мамая и, может быть, какие-нибудь исторические параллели возьмем, не знаю, с 20 века, с 19 века. Вот с кем можно сравнить Мамая? Есть такой герцог Уорвик, которого в Англии в эпоху войны Алой и Белой Розы, кстати, который хронологически близко к этому, его называли делателем королей, потому что он был из Йорков, и с его помощью он ставил на престол, там, одного свергал, другого возводил, и вот этот самый делатель королей, это наиболее такой персонаж очень близкий, то есть когда человек не может сам занять трон, но при этом он фактически выполняет вот эти вот функции правителя, реального правителя. А вот здесь из истории Российской империи, например, период дворцовых переворотов, там... Меньшиков наиболее, вот если сравнивать его, то Меньшиков сначала при Екатерине I, потом при Петре II, то есть это вот такой персонаж, то есть такого ранга персонаж. В общем, это вот Мамай. Да. А потом он стал править от имени других чингизидов, которые были, очень с точки зрения других сомнительными. И поскольку у нас довольно мало источников, которые бы обосновывали вот их претензии, то нам не совсем понятно. Они уходят за генеалогии, которые нам известны в начале XIV века. А поскольку следующие генеалогии у нас сохранились в такой шибанитской и гирейской традиции, которые восходили так или иначе к Тохтамышу и Кутлу Тимуридов, да, то они выпихивали, этих самых ханов, которым покровительствовал Мамай. Не совсем понял,
Давайте еще раз расскажите. Значит, что они делали с родословными? Родословные нам наиболее подробные, которые сохранил Рашид ад-Дин, они восходят до начала XIV века. Вот там генеалогия хорошо известна, она расписана. Значит, Чингисхан, Джучи, Баты, вот это все. Да, вплоть до ближайших потом, до Токты, можно так сказать. А вот следующие там плохо прописаны, но после окончания Великой Замятни, после прихода к власти Тохтамыша, начинает править Тохтамыш и ханы, которые связаны с восточной частью улуса Джучи. И, соответственно, которые восходили или к Тука-Тимуридам, ну, большинство из них, либо были наследниками там Орду-Эджена. Ну, в основном это Тука-Тимуриды. И они описывали свою династию родословную, исключая, то есть, ну, мельком сообщая о другие подробности. То есть западные династии, получается, как-то выпали из орбиты. Поэтому непонятно нам, был тот же самый хан Абдаллах, который покровительствовал Мамай, он был настоящим чингизидом, то есть у нас нет генеалогии, которой можно было связать его. Но даже если, допустим, возьмем презумпцию, что он был ханом, ну, потому что там возвести просто безвестного человека на престол, все-таки это слишком большая наглость. Мамай все-таки был человеком авантюрного склада, но не до такой степени. Но тем не менее, его не признавали на Востоке, в Кокарде, и постоянно стремились, пользуясь моментом, захватить престол. И он постоянно с ними воевал. Вот эмиры Сараи и вот этой самой части Золотой, они, конечно, играли в этом решающую роль. То есть они переходили на одну сторону, значит, Мамая выгоняли, переходят, значит, на сторону Мамая, выгоняют или убивают ханов из восточной части Орды. То есть, но потом это все стало немножко надоедать. То есть это чередование. И особенно, когда Мамай стал править, опираясь на свой род киятов, и стал полностью, ну, фактически создавать свою династию, отказываясь от такого баланса интересов. И, ну и тут еще чума, тут целый ряд комплексных таких неудачных войн, комплекс проблем, что это вызвало консолидацию аристократии уже против Мамая. А он во многом опирался в том числе и на ресурсы московского государства. По крайней мере, он оттуда получал, ну, значительную часть дани и так далее. То есть к этому времени Москва переживала определенный подъем, она не была затронута вот этими войнами. Там, если экологические проблемы были на юге, то на севере как раз был расцвет. И балтийская торговля в это время стала развиваться, и переориентация на Балтику. То есть Москва успешно продавала товары в Балтику, получала серебро и получила как определенную экономическую и политическую независимость. И московские князья на этом стали подниматься. Но при этом они отказывались признавать власть Мамая, считая его, ну или используя как предлог то, что он не совсем законный, а вот его ханы, от имени которых он правит, они вообще просто пешки, значит, они являются настоящими. Возможно, это какое-то идеологическое было обоснование. Ну и Русская Православная Церковь занимала, значит, такую нейтральную позицию, очевидно. Ну, были какие-то радикалы там в виде Сергия Радонежского, возможно, которые где-то в пустыне там были, которые проповедовали борьбу против иноземцев и, значит, бусурман. А в целом православная церковь сохраняла такой нейтралитет. Но он нейтралитет невыгодный Мамаю. И вот когда он попытался вооруженным путем установить свою власть, то он натолкнулся на сопротивление. Сначала на реке Воже,
московские войска его побили, часть войск, которые он послал собирать дань там с Нижегородского княжества. А потом он собрал войско для того, чтобы взять, если не Москву, то хотя бы разорить и принудить к тому, чтобы они продолжали платить дань именно ему. А Дмитрий говорил, поскольку ярлык я получал, значит, от хана, а не от тебя, то я и не буду. Значит, хана нет, ярлыка нет, то есть и платы нет. А известно, в этот момент Дмитрий Донской как-то поддерживал связь с Тохтамышем? Нет. К этому времени он, судя по русской летописи, он пришел, вот когда он уже захватил Сарай, вот тогда он стал известен, в том числе и в русской традиции. Тохтамыш известен в русских летописях в тот момент, когда он захватывает Сарай. Именно вот это событие, которое, очевидно, было записано в какой-то повести, которая предшествовала, возможно, Куликовской битве, которая была потом разбита по годам и внедрена в разные летописные рассказы, но, скорее всего, это какой-то единый рассказ, где подчеркивалась, собственно говоря, скорее всего, не Куликовская битва, а именно восстановление власти татарских ханов, в том числе и на Русь. И вот тут, в то время, когда Мамай собирает войско, хочет идти на север, он уже знает, что Сарай захвачен и его противники усиливаются. И, скорее всего, он был просто поставлен в такие условия, что ему нужны были средства для того, чтобы воевать. Ну, а, как известно, там в средние века деньги, как и сейчас, это сам нерв войны, кровь войны. И если у тебя нет денег, ты и никого не наймешь. Ему нужны были деньги, а тут московское государство отказывается. И у него и в Кафе, значит, то есть там торговля не идет, она, поскольку Сарай перекрыл, торговые караваны не идут. И с севера, значит, ему дань не платят. То есть он оказался выдавлен в причерноморской степи, где оказался фактически без опоры на крупные какие-то экономические центры и не имел финансов для того, чтобы содержать свою армию. И он вынужден был двигаться на московское государство, поскольку против Тохтамыша ему было сложно сражаться. Что, вот он не мог помириться, что ли, Тохтамышем, договориться? Нет, помириться не могли. Это тут уже много чего психологического, видимо. То есть там они непримиримы. Он был связан с тем, что он убил нескольких ханов из восточной части, или был причастен. Скорее всего, понятно было, что он в этом виноват, поэтому никто с ним мириться не собирался. То есть там была кровная месть такая. Я думаю, что у него не было никаких шансов. И потом, то есть законный хан, он не собирался передавать, он не мог договориться, потому что он сам претендовал на это. А Тохтамышу не нужен был он в качестве, Улу-Карачебека. Во-первых, там поменялась вся система кланов. Он был киятом, которые клонились к упадку, а за спиной Тохтамыша стояли 4, но совсем других клана. И они, когда зашли сюда, то вот эти вот кланы, которые известны и в Крыму, и в Казанском ханстве, и в Касимовском, Ширин, Барын, Аргын и Кыпчак, это все пришли вместе с Тохтамышем. А старая клановая система, которая была в Аккорде, с Бату до Мамая, она вся была уничтожена. То есть они были включены в состав вот этих новых кланов. То есть, правильно я понимаю, Мамай, в принципе, очень сильно расстроил государственное управление Золотой Орды. Можно так сказать. И вот когда получается, восточной части Золотой Орды, с Кокорды, более-менее стал наводиться порядок,
это, в принципе, уже Ну, удушало это, Мамая и его силы, получается. Да, несколько идеологема такая, но мифологема. Значит, тут, скорее всего, так надо говорить, что экологические, природные и хозяйственные отношения, то есть вообще сокращение международной торговли, все это привело к тому, что у Мамая не было ресурсов, и, собственно, у Аккорды не было ресурсов. В то время как в Кокорде ресурсов было большое количество, но даже не денежных, а социальных. То есть была сильная, мощная армия. И вот, опираясь на нее, Тохтамыш и ворвался, бросил на гирьку весов вот этот аргумент. Скандрабы, значит, мы, в принципе, поняли, что из себя представлял Мамай, и вот он, значит, движется на север, на битву с Дмитрием Донским. Что происходит? Да, ну, два слова о силах сторон. Это один из таких ключевых моментов и аспектах. В повести о Маевом побоище там впервые указано, что на стороне, что, во-первых, Дмитрий Донской собрал чуть ли не 150 тысяч, а на стороне Мамая там было что-то около 400 тысяч. Хотя то место, которое происходило сражение, если там взять координаты, которые есть в летописных рассказах, там Дон, река Неправда, то там небольшое поле, ну, с перелесками где-то около 10 квадратных километров. Представить, что там 150 тысяч всадников пыталось сражаться и маневрировать, ну, вот если там посчитать, всадник на коне занимает примерно 6 метров, то получится, что там они стояли чуть ли не прямо впритык друг к другу. Ну уж ни о каких маневрах там речь не шла. А учитывая, что, допустим, если у каждого была еще заводная лошадь, не одна, допустим, две, то представить 500 000 лошадей, ну, со стороны Дмитрия Донского, возможно, поменьше, хотя это тоже конная рать, а никакая не пехота там, как изображают у нас, любят, то тут получается, что один обоз должен был растянуться чуть ли не на 50 километров, то есть, а может быть и больше. То есть получается, что там хвост обоза был, значит, в Коломне, а войска уже должны были быть на месте сражения. Ну, это все говорит о том, что уже, конечно, потеряли в XVI веке представление о численности, но для того, чтобы показать, что вся Русь, значит, стояла под стягами московского князя, а со стороны Мамая тут вся, конечно, орда тоже стояла. Вот пытались это изобразить вот в цифровом исчислении. Конечно, это все очень неверно. Историки потом пытались как-то привести к какому-то более значимому, так сказать, более знаменателю, ну, близкому к истине, как им казалось. Ну, там говорили, что, возможно, речь идет о 40 тысячах, значит, русских, там, о 60 тысячах татар, но это тоже невероятные цифры. Я думаю вообще, что речь шла, ну, в лучшем случае о нескольких тысячах с одной и нескольких тысячах с другой. Московского князя там не было многотысячных ратей. Это появляется только в XVI веке. Почему там пытались как-то это? Там великие походы там, на Смоленск или на Полоцк, там, ну, как правило, по реестру считалось, что около 15-20 тысяч. Это в самые крупные походы. А так вообще в набеге там гораздо меньше. А в конце XIV века у московского князя просто не было столько служилых людей.
А воевали там никакие ополчения не воевали. И воевали именно дружины, то есть профессиональные военные. Я думаю, что реально там с одной и с другой стороны несколько тысяч. Ну, возможно, об этом и говорит то, что археологически, ну, там нет практически предметов, которые бы можно было связать с этой эпохой. Ну, там несколько стрел, какие-то обломки доспехов, еще какие-то предметы, находки на селищах, но это, скорее всего, поселенческий материал, а не следы сражения. Хорошо, представим какое-нибудь сражение в средние века, и вот которое реально оставило археологический след. Просто для сравнения. Вот как это бывает, вот, чтобы сражение было, и прям уверенный материал, что да, битва произошла. Ну, это мы как-нибудь особо поговорим. Битва 1223 года, когда булгары разгромили войска Субудея. Вот там поле битвы с оружием, с павшими людьми. Вот это сохранилось. Но другие битвы, надо иметь в виду, что даже там, когда мы точно знаем, вот, допустим, Грюнвальдская битва, но следов сражения там нет. Мало того, что там пахали, собирали люди, ну, даже потом современными методами, ну, фактически ничего там такого нет, чтобы было найдено. Ну, еще раз говорю, доспехи — это все-таки дорогое удовольствие, поэтому их старались собирать, особенно там, где произошло сражение, и победители остались на месте, могли это все собрать. Они делали это фактически полностью, собирали. А вот побежденные, неужели их трупы не могли остаться там на поле боя? Никто нет. Все собирали, сжигали. Никто, чуму, болезни никому не нужны были. Поэтому, то есть, скорее всего, ну, еще раз говорю, то есть, ну, было несколько тысяч, ну, допустим, 5000 воинов Мамая. Ну, погибли там, ну, 2000 в лучшем случае. Ну, это небольшое число, но они были разбросаны на большой территории сравнительно. Их часть нашли, часть собрали, часть сожгли, часть похоронили, часть зверь растащили. Но ничего не останется. То, что Мамай, это было не такое жесточайшее поражение, которое полностью его численность войск. Но он же собрал армию, прям сказано, что он тут же собрал армию новую и собрался идти на Москву. Но тут подошел Тохтамыш, и он выступил против него. Ну, Тохтамыша свежая армия, которая не была в сражении, и он двинулся на него. А значит, раз в полевое сражение Мамай выдвинулся, значит, у него, по крайней мере, сопоставимая была армия. Он же не вышел там с какими-то там сотней воинов, удальцов. Само сражение, так как оно описано в летописях, если отбросить вот повесть о Мамаевом побоище, то, скорее всего, это было лобовое столкновение. Никаких там засадных отрядов, там и местность не позволяла. Но, скорее всего, какой-то резерв, и, возможно, и был у князя Дмитрия Донского, который, в конце концов, сыграл роль и позволил ему выиграть это сражение. Но сама численность погибших, очевидно, позднее она приросла, допустим, в пространной редакции, там есть еще разные сведения в повести о Мамаевом побоище, там еще больший список погибших. Скорее всего, там часть из них это просто потом приписаны для того, чтобы показать, что вот представители тех или иных фамилий были уже давно, значит, вместе, да, с московским великим князем и вот сражались там. Но тем не менее, даже в краткой редакции, самой ранней, мы находим имена 10 князей. Еще раз говорю, сопоставимая по потерям в сражении, это битва на Ворскле 1399 года, когда войска Едигея наголову разгромили русско-литовское войско Витовта и гнали его вплоть от современной Полтавы, можно сказать, до Киева, и практически уничтожили это самое войско. Вот там
погибли и Альгердовичи, и там целая группа. Некоторые говорят, что возможно, что и воевода, который командовал засадным полком, Бренк тоже, возможно, князь Брянский погиб. Но здесь в победном сражении удивительно читать о таких больших русских потерях. То есть это победа, которую в полной мере можно назвать пирровой победой. То есть после того, как хан Тохтамыш через 2 года двинулся к Москве, его даже в поле никто не собирался встречать. То есть войска у московского князя уже не было. То есть он сделал свой выстрел, встретил Мамая, разгромил, не дал ему подойти к Москве, но после этого у него не хватило сил. И еще на 100 лет фактически не было сил для сражения в полевом бою, чтобы противостоять татарам. Были отдельные схватки, но чтобы большое сражение дать, фактически такой возможности не было. Искандер Абы, можно разобраться с одним моментом? Владимир Путин публично заявлял свое отношение к Куликовской битве, и он сказал, что с обеих сторон были татары. Действительно ли, вот что-то известно вообще, вот, чтобы на стороне Дмитрия Донского тоже были какие-нибудь татары, татарские князья какие-нибудь? Что-то известно? Нет, в летописных источниках нет. Ну, там есть князь Иван Серкизов сын. Ну, некоторые говорят, что это вот Черкизово есть же в Москве, что вот это Черкизово восходит свой род к Секизбею. Ну, не исключено, что это просто миф. То есть позднее включение в родословную, потому что это просто устные сообщения, а не какая-то ссылка на реальность какую-то. Но и то он уже русский православный и не татарин. Ни о каких татарах на стороне московского князя нет никаких известий. Вот очевидно, что именно после этого сражения московские князья начинают активно привлекать на свою сторону служилых татар. Особенно это усилилось после присоединения Нижегородского княжества, где как раз большая проживала группа служилых татар, ну, постоянно, собственно, подчиненных какой-то вассальной зависимости. Это бывшая территория Улуса-Мухши, центром в Наровчате. И вот тогда появляются как раз вот эти вот служилые татары в составе русского государства. То есть совершенно отказаться, что никто не в составе, значит, войск Дмитрия Донского из татар не было, это полностью отрицать нельзя, но и согласиться с этим однозначно тоже невозможно. Потому что никаких данных просто нет. Можно предполагать, но данных никаких нет. Ну вот еще один момент. Дело в том, что восточные источники вообще, хотя довольно подробно тоже описывают эти события, но никаких известий о том, что Мамай сражался с московским князем, нет. Это, кстати, один из таких аргументов со стороны историков, которые считают, что никакого сражения не было. Так вот, битва была проиграна Мамаем, но в целом политически ничего не изменилось. Буквально через 2 года статус-кво на этой территории был восстановлен. Тохтамыш стал ханом, московские князья также продолжали платить дань, и обстановка дестабилизировалась уже в 90-е годы, спустя еще определенное время, когда Тохтамыш потерпел жесточайшее поражение от войск Аксак-Тимура. Вот тогда полностью дестабилизировалась обстановка, и сын Дмитрия Донского, московский князь Василий I, отказывается платить дань ханам, ставленникам Едигея, что вызвало поход Едигея 408 года,
который осаждал Москву, но не смог взять и вынужден был уйти от Сена, а потом там случилась опять новая замятня, и фактически с этого времени власть золотоордынских правителей все становится меньше и меньше, пока, наконец, в 1480 году стояние на Угре фактически полностью разорвало вот эти вассальные отношения. Теперь уже московские князья, если и платили, то это называли не данью, а поминками или еще какими-то выгодными словами, с тем, чтобы затушевать вот свою... То есть как бы это уже шло у них от сердца, от желания уважить ханов, но не в виде регулярной дани. Правильно ли я понимаю, вот обычно, когда говорят о итогах, о значимости Куликовской битвы, обычно вот приводят слова Гумилева, вот типа мы на Куликовскую битву шли рязанцы, там, нижегородцы, москвичи, а пришли оттуда русские. Рязанцы не шли. Да, нет, не рязанцы, да. Ну, в общем, княжество, просто княжество шли русские, да, оттуда пришли уже русские. Да. Там, то есть сформировался русский средневековый этнос. Я думаю, что Гумилев просто пошел на поводу своей теории. Он считал, что выявил некую закономерность, которая период существования, значит, этноса в 1200 лет. И вот каждые 1200 лет он меняется. И он пытался найти вот эту закономерность, в том числе и в русских. И для этого ему пришлось, в общем, немножко подрихтовать действительность. Он сказать, что славяне возникли в III веке, ну и вот 1200 лет прошло, и вот как раз вот Куликовская битва. Я думаю, что это, как и всегда у Гумилева, такая яркая метафора, чем что-то такое реальное, какое-то событие, которое действительно знаменовало становление русского этноса. Ну, я вообще думаю, что если говорить, я вообще не совсем понимаю, что такое средневековый русский этнос. Если вот совсем уж так говорить, я думаю, что к XVI веку, возможно, мы можем говорить о становлении московского этноса. Вот то, что называют западноевропейские московиты, но это опять же имея в виду московскую знать вот этого государства, потому что никакое средневековое население не являлось единым народом. Оно было четко стратифицировано по разным направлениям, и никакого единого народа не было. Вот Гумилев, хотя был таки антисоветски настроенный, но термины использовал, народность. Что такое? Это конструкт, который в мировой науке неизвестен, и объяснить его никто не может. Никакой единой культуры, единого языка у этого народа не было. То есть, поэтому говорить о том, что сложился какой-то средневековый русский народ, нет никаких оснований. Ну и опять же, мы тут приходим в противоречие с тем, что, значит, была какая-то древняя русская народность, потом она распалась, ну а сейчас, интересно, по новым этнологическим изысканиям оказывается, что русский, белорусский, украинский народ – это все-таки единый, значит, не распадался никто, значит, соответственно, и построение Гумилева тоже неверны. То есть получается, что они неверны и так, неверны и сяк, поэтому и со стороны науки, и со стороны идеологии неверны, поэтому и сословия я думаю, тоже что никуда же не делись. Да, но сословия, да. Но вот разница между сословиями, которые сложились при Дмитрии Донском, и сословия, значит, при Иване Грозном, в чем тут его потомки? Ну и что тут, разница-то в чем? Поэтому я не вижу оснований. Потом, ведь, как бы мы ни говорили, но Псков и Новгород никак не участвовал.
То есть ни о какой единой, так сказать, общности, значит, не может идти речь. Новгород был присоединен только при Иване III. Вот тогда можно говорить о каком-то, ну, общерусском, ну, великорусском единстве. Но мне кажется, что это, ну, как и все вот эти вот экономические, этнологические студии, они очень, ну, поверхностные, то есть не затрагивают, обращать внимание на внешние факторы, хотя нужно было обратить внимание на внутренние. Вот внутренние факторы – это вот развитие представлений об этом событии в исторической традиции. И вот если мы хотим говорить о становлении вот единого какого-то представления, соответственно, когда выработался консенсус элит, то, что называется, то это мы обращаемся уже к XVI веку. А вообще, вот мы упомянули знаменитый синопсис 1680 года, вот, скорее всего, именно тогда произошло, ну, определенная консолидация на основе вот определенного круга знаний. Так, а что произошло в 1680 году, что тогда актуализировало память о Куликовской битве? Присоединена была Украина, и большой пласт украинских подданных и украинская церковь, в которой произошла модернизация, в то время как в Московской патриархии все было очень по-старому, довольно старомодно. И именно это заставило царя русского Алексея Михайловича провести реформу для того, чтобы, ну, потому что было разное православие на Украине и на Руси. И нужно было привести к общему знаменателю, а поскольку все известные, ну, философы, клирики, церковные деятели, которые могли писать, говорить, разумно излагать это все, они были с Украины, с Киево-Могилянской академии, то единственное, то есть они не собирались принимать вот эту старую русскую веру. Это русская должна была измениться. Вот для того, чтобы переварить вот этот кусок у украинцев, нужно было изменить, и русское государство пошло на то, чтобы совершить реформу Русской Православной Церкви, которая известна как церковный раскол. Так, а Куликовской битвы, они что заявили при переваривании Украины? Нет, тут с Куликовской битвой в том, что восторжествовал и четкие идеологические основы получил миф об Иге. То есть, что вот было единое тело православия, которое на всей территории Древней Руси, а Ига расколола всех. А вот теперь царь московский опять объединяет все под единой властью. Вот мифологема такая. И это синопсис закреплял вот это самое. Но если мы посмотрим сталинские учебники, то там так и написано. То есть прошло там 350 лет, а сталинские учебники воспроизводят, ну понятно, он в церковной приходской школе Сталин учился по этому синопсису истории. Ну и это же логично, ну и правильно, вот он и, видимо, там не то, что он диктовал, видимо, какие-то свои мысли в приватном порядке высказывал, и историки пошли сталинского времени на то, чтобы подрихтовать как бы историю, и изобразили ее таким образом. И оттуда она пошла в учебники там, и так далее. Скандаль Лерунович, а что у нас происходит в 2020-2021 году, что мы опять актуализировали нашу память о Куликовской битве? Здесь даже вот замечательно другое, я бы сказал. Я еще помню, я был студентом, как отмечалось, с какой помпой отмечалось 600-летие Куликовской битвы. Проводились
конференции, каждый институт Академии наук гуманитарной российской проводил конференции. Институт истории проводил конференцию, издал несколько трудов. Институт археологии проводил конференцию, издал несколько трудов. Институт востоковедения. Короче, ученые нашли себе работу. Много работы. Нет, здесь я о чем пытаюсь сказать-то. Забавно не это, а забавно то, что при всем при этом, при помпезном отмечании 600-летия Куликовской битвы, вообще забылось 500 лет стояния на Угре. Вот про него вообще никто не вспомнил. И никакого, никакой конференции не было. Вот это для меня еще тогда было сюрпризом. И сейчас я до сих пор тоже в некоторых таких расстроенных чувствах. Ну, Куликовская битва, понятно, но там, как мы выяснили, никакого ига не свергалось. Ну, даже если находиться в идеологеме, вот этого. А вот стояние на Угре все-таки это акт разрыва, окончательного освобождения. А здесь нужно теперь говорить, что, поскольку и та, и другая дата вошли в памятные даты там, русских памятных исторических сражений, там, то одна, Куликовская битва – это свержение ига, а стояние на Угре – окончательное свержение. Сначала свергли, потом через 100 лет опять свергли. Причем мы же, по-моему, выстояли нашу позицию татарскую по 1480 году, да. И федерального праздника не случилось. Там тоже натянутая дата была просто. Она была приурочена, там юбилей был не стояние на Угре, а юбилей был этой самой Калужской области, и туда пытались пристегнуть. Нет, я еще раз говорю, то есть через 9 лет нас ждет именно то же самое. То есть мы отмечаем Куликовскую битву, где непонятно, что было, и с другой стороны почему-то не отмечаем стояние на Угре, где, по крайней мере, если в идеологеме быть ига и его свержения, то, по крайней мере, точно было свергнуто иго, но при этом никакого празднования не намечается. Вот тут какой-то когнитивный диссонанс. Я понимаю, что в один и тот же год праздновать и одно свержение ига, и второе, как-то, были бы разные даты, то есть можно было дважды отметить. Но тут, поскольку историческая такая, как всегда, история преподносит такие не то что загадки, а скорее это какая-то насмешка, что ли, истории, я бы так сказал. Что сначала Куликовская битва, а потом свержение ига без всякой битвы. И понятно, никакого же героизма нет. Здесь Куликовская битва, понятно, пересвет с Челубеем, инок, борется против бусурман. Все открыто, все борьба света с тьмы, все сходится. А через 100 лет, стояли, перестреливались на реке Угре. И в чем тут героизм? Никакого героизма нет. Что его отмечать-то? А потом с другой, уже один раз отмечаем свержение ига, а что второй раз отмечать? И вот получается, что в угоду вот этой самой идеологеме, которая, как мы видели, она постепенно нарастала, но, по крайней мере, в церковной историографии она была четко привязана к тому, что Куликовская битва – это первая, такое еще неудачное, потом стояние на Угре, и вот взятие Казани, вот это окончательное решение, это ига, решение татарского вопроса, по крайней мере, так преподносилась историография конца 16-17 века. И это примерно так же в синопсисе есть. Но здесь, по крайней мере, какая-то логика.
Скандер Лерунович, такое ощущение, что вы сейчас кого-то учите не совершать ошибки. Вот послушают вас и будут правильно праздновать. Значит, сначала Куликовскую битву, потом стояние на Угре, потом взятие Казани. Надо Да. ли нам это? Нет, ну, надо ли не надо, это же не тот вопрос. Мы, когда говорим как историки, мы не даем вообще советы, что чего кому праздновать. Мы говорим об истории и логике событий. Мы говорим о том, что есть события, и выясняем его подоплеку, выясняем, на каких основаниях мы можем реконструировать это событие, какие у нас есть, ну, грубо говоря, источники, на основе которых мы производим эту реконструкцию. И есть идеологема, которая существует, как мы выяснили, вообще вне источников. И чем фантастичнее, тем лучше. Вот я же говорю, повесть о Мамаевом побоище – это вообще чистая фантастика, фэнтези, можно сказать, церковная. И вот на основе этой фэнтези реконструируется в современной идеологеме, реконструируется это событие, всякие детали наворачиваются. Это говорит о том, что идеология, обращенная в прошлое, она существует вообще вне фактов. Еще раз говорю, и даже вредны эти факты. Наше дело как историков показывать, как это происходило в действительности, показывать логику событий. Ну, понятно, логика была именно в том, что с определенного момента Улус-Джучи клонился к упадку, проходил целый ряд кризисов, его раздирали внутренние противоречия, которые в конце концов привели к гибели этого государства. Тут мы не будем, вопреки истине, говорить, что нет, значит, Золотая Орда живет в наших сердцах, и мы стремимся ее воссоздать. Но нет, это ушло, прошло и исчезло. Но просто это часть нашей общей истории, в том числе общероссийской истории. И если мы хотим, чтобы это общероссийское пространство было научным, а не восходило к каким-то церковно-царистским догмам, не восходило к такой имперской идеологии XVII века, то мы должны говорить об исторической правде, которая, конечно, является антагонистом вот этих самых имперских идеологем. И вот тогда, когда мы будем понимать вот эту общую историческую историю, понимать, что это наша общая история, общероссийское прошлое, где есть определенная логика, есть даже сражения внутри России, но все равно это наше общее наследие, общее достояние. Как, например, Золотая Орда – это то же самое общероссийское достояние. Это важная часть, которая относится к самосознанию современного россиянина. А если мы будем опять клепать историю вокруг Москвы и говорить, что вот эта русская история, это и есть вся вот история Восточной Европы, и история России, это история российского государства, то получается, что здесь татары являются врагами, и им нет места в этой общей истории. А я здесь всегда говорю, что если у нас не будет общего исторического прошлого, то у нас не будет общего исторического будущего. Наверное, потихонечку будем закругляться, и я последний вопрос вам задам. Я следил за реакцией татар в соцсетях на это событие, и я прочитал один комментарий, который меня тронул. Значит, женщина, когда узнала вот эту новость, что оргкомитет создан, сделала такой вывод. Как это так? Через 9 лет граждане России будут праздновать событие, в котором предки одних граждан России победили предков других граждан России. Как это так? Почему это так происходит? Я до сих пор думаю, просто я сам для себя не определил, как относиться к этому, но может быть
имеет право на существование такой совет, что татары могут прищурить один глаз и сказать: да, Куликовская битва – это прекрасное событие, когда, в принципе, Смутьян в Золотой Орде был побит Дмитрием Донским. А именно Мамай был побит. Нет, ну, я думаю, что тут дело не в прищуре таким хитром, да, а в том, что, как мы говорили, есть некая историческая действительность, которая реконструируется, которая, ну, довольно близко к исторической правде. И есть мифологема. Вот здесь мы можем интерпретировать совершенно по-разному. Но совершенно правильно было сказано, что все это общая наша история. И если это событие будет отмечаться именно как ну, какое-то общее такое событие, общее что-то такое, что нас наоборот объединяет, что не просто там пришли нижегородцы, значит, москвичи, там тверичи, а ушли, значит, русскими. Но встретились, значит, войска московского князя и князя, значит, Мамаевой Орды. И вот в этом сражении возникло то, что потом стало Россией. Вот это было бы довольно положительным эффектом от этого. Но что-то мне говорит о том, что это, если и возможно, то это очень долгая перспектива. И через 9 лет я не думаю, что мы доживем до такой счастливой поры. Хотя хотелось бы. За интересную беседу, Скандар Абы. Большое спасибо, Рахмат. Рахмат.